Азербайджан – это страна с древней культурой, традицией. И поэтому эта выставка, вот на мой взгляд, это как глоток свежего воздуха в нашей жизни, поскольку она нам помогает узнать ближе друг друга, культуру, традиции, быт азербайджанского народа. Это нас сближает, помогает, лучше помогает как бы понять друг друга. И хотела бы сказать словами азербайджанской пословицы: друг смотрит в глаза, а враг в ноги. И я хочу, чтобы мы смотрели друг другу в глаза, держали за пазухой камень, тогда в нашем мире станет от этого светлее и надежнее. Согласитесь, молодежь у нас сейчас не знает культуру, традиции народов соседних, которые населяют наше многонациональное государство. И вот я считаю, проведение вот таких выставок, и чем больше людей, особенно юного возраста, молодежи будет посещать такие выставки, будет знакомиться с культурой соседних народов, как мы в школе знакомились с культурой народов СССР. И если они будут знать культуру, то они будут ее уважать соседей, потому что культура, традиции у всех направлены, скажем так, все очень добрые и мирные намерения. Я хочу сказать слова благодарности руководству библиотеки, сотрудникам библиотеки, чтобы они действительно, мы только тоже так же, как бы приглашенные, мы помогли литературой, так инициатива с их стороны. Действительно, это у нас не первый раз. Я думаю, что вот друг друга мы можем узнать только через культуру, обычаи, обряды. Наша диаспора в следующем году исполняется 15 лет. Мы действительно стараемся, наша задача заключается в том, чтобы сохранить традиции, обычаи, обряды нашего народа. И несмотря на то, что мы живем вот в России, наша диаспора одна из крупных в Удмуртии считается по количеству населения, скажем, русские удмурты, татары, потом идет в Удмуртии азербайджанцы, 4-е место занимает. Мы уже становимся коренным, можно так сказать, потому что мы уже родились, выросли, как-то отметили в Советском Союзе. Вот, по возрасту, может, уже стареем, тянет на родину, а дети не хотят уже туда, потому что они родились и здесь, школу, университет заканчивают, институты здесь. Вот у нас немножко с детьми получается разногласия. Нас тянет туда, они не хотят, потому что у них как бы родина получается и здесь. Я думаю, что чем больше друг друга будем узнать через культуру, традиции, что и вам и покажут, расскажут, мы больше будем друг друга уважать и близко знать. Чем больше близко будем знать, тем будем дружнее жить. Спасибо. Под обаяние Азербайджана попадали многие знаменитые люди, в том числе Александр Дюма старший, который оставил очень много лестных отзывов в своей книге «Путешествие по Кавказу» в адрес азербайджанского народа. Признавался практически в каждых строках своей книги признался в любви к азербайджанскому народу. Азербайджан подарил нашей стране, миру в целом, много очень знаковых персонажей, знаковых людей в сфере культуры, в сфере политики, в сфере военного дела. Просто вот некоторые знаменитые уроженцы Азербайджана, о которых мы мало знаем, что они, собственно, точнее, мы вообще не знаем, что они родились в Азербайджане, в Баку или в других местах. В частности, Рихард Зорге, Лев Давидович Ландау, Мстислав Ростропович, Виталий Вульф, знаменитый наш театральный критик, оба Гусмана, Юрий Соломонович Гусман, Михаил Соломонович Гусман, Владимир Меньшов, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, блестящий азербайджанский сценарист, режиссер Рустам Ибрагимбеков, безусловно, Муслим Магомаев, одареннейший художник Таир Салахов, гениальный джазмен, умерший, конечно, к сожалению, весьма молодым, Вагиф Мустафа Заде,
Чингис Абдулаев, романы которого, в общем, многотысячными тиражами издаются в постсоветской России. Знаменитый тенор Бюльбюль, если мне память не изменяет, настоящее, это прозвище, в буквальном переводе, коллеги, Соловей. Фамилия Мамедов, по-моему. Знаменитый тенор в 20-е годы пел в Ля Скала. Ну и не менее его знаменитый сын Полат Бюльбюль. Я уж не говорю о таких классиках, всемирно известных классиках азербайджанской поэзии, как Низами, Генджеви, Насими, Физули и целый ряд других блистательных поэтов Азербайджана, представителей этой классической азербайджанской поэзии. Очевидно, что это не рядовой Баку, если говорить о Баку, это не рядовой город, это удивительная страна, интересный, культурно, чрезвычайно богатый народ. Мало, наверное, уже кто помнит, что в советское время Баку зачастую называли второй культурной столицей страны после Петербурга, тогда Ленинград. В Баку всегда витал дух такой удивительной интеллигентности. Азербайджанцы имеют смешанное этническое происхождение, самым древним элементом которых является местное население Восточного Закавказья, возможно, также еще и ираноязычные медяне. В процессе этногенеза происхождения азербайджанцев участвовало древнее автохтонное население Атропатены, собственно, откуда и появилось название Азербайджан, в буквальном переводе на русский язык «страна огней». Это арабизированный вариант вот этого эллинистического названия Атропатена, Азербайджан. Ну, значит, участвовало древнее автохтонное население Атропатены и Кавказская Албания. В основном это были иранские народы, а также кавказоязычные представители, жители Кавказской Албании. Не путать с Албанией, современной Албанией, это простое совпадение наименования. Кроме того, и другие кавказоязычные народы принимали участие в сложении азербайджанцев, которые смешались с торгавшимися сюда в первом тысячелетии до нашей эры и в первом тысячелетии нашей эры ираноязычными, тюркоязычными племенами. В основном это были кемерийцы, скифы, гунны, болгары, хазары, агузы. И именно проникновение агузов, сельджуков, иначе говоря, в XI-XIII веках нашей эры, проникновение их в Восточное Закавказье и северо-западный Иран привело к тюркизации значительной части местного населения, вот этого ираноязычного и кавказоязычного населения, и положило начало формированию тюркоязычных азербайджанцев. Азербайджанцы – невероятно музыкальная нация. Музыкальное наследие страны более чем многообразно. Об одних только музыкальных инструментах можно часами говорить. Как говорят историки музыки, в Азербайджане использовалось около 90 музыкальных инструментов. Богатейшая коллекция музыкальных. Кто-то сказал, музыкальные инструменты – это слепок с души народа. Чем больше музыкальных инструментов имеет народ, тем он добрее. Логика, в общем, здесь простая. Злому человеку, наверное, не до музыки. Воин, завоеватель не станет тратить время на изготовление инструментов, он потратит его на изготовление оружия. Наверное, в этом наблюдении что-то на самом деле есть. Есть такое понятие «горячее кавказское гостеприимство». Я периодически спрашиваю студентов, какие ассоциации у вас возникают при понятии «Кавказ». И если еще лет 10 назад многие вспоминали про гостеприимство, сейчас как-то уже нет. Все реже, не потому что кавказцы менее гостеприимны стали, нет. Другие штампы появились, такие демонизирующие штампы. И вот подобного рода мероприятия, подобного рода выставки, они, конечно же, огромную роль играют в снятии вот этого напряжения, которое имеет место быть, поскольку ликвидирует вот эту этнографическую безграмотность. Это метко заметил, по-моему, Карл Маркс,
на корнях невежества произрастают очень горькие плоды.